Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем сегодня наши уроки. И сегодняшняя наша тема 111 сура Священного Корана, сура Аль-Масад. Сегодня я постараюсь вас ознакомить с самыми распространенными ошибками, чтобы мы избежали этих ошибок. Постараемся подробно указывать на правильное произношение этой суры, чтобы мы смогли наслаждаться этой прекрасной сурой в своей повседневной жизни. Итак, сура Аль-Масад, 111 сура Священного Корана, состоит из 5 аятов. Я сейчас прочитаю, обратите внимание. Бисмиллахир рахманир рахим. Таббат яда аби лахаби ва табб. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Итак, начинаем с басмаля. Как мы на прошлых занятиях проходили с вами, Бисмиллахир рахманир рахим. При остановке аннулируется сукун, так, переходит сукун. И вариантов долготы у нас 3. 2, 4 и 6. Какой бы мы ни выбрали, мы должны ориентироваться на это количество долготы по всей суре. Ну, скажем так, мы сегодня будем ориентироваться на 4. Итак, первый аят. Отличительная черта этой суры, в нем очень много правил калкаля, взрывных звуков, которым нужно обращать внимание более ярче. Итак, таббат, таббат, та у нас фрикативный звук. И при остановке на этом глаголе нужно, чтобы самый ближайший находящий человек, чтобы этот звук, этот произношение слышал. Итак, таббат, таббат, яда. 4 раза удлиняем. Это мад мунфасл, разъединительное удлинение в размере 4 огласовок. Удлиняем. Яда. Нужно обращать внимание на хамза, потому что так как хамза самое слабое звено из букв, она очень легко уходит под воздействие другими звуками, теряется. Яда аби в размере 2 огласовок, ударение на ба, на касру. Аби лахабиу, лахабиу. Вот здесь у нас правило идгам. Идгам накас, неполный идгам. То есть, что такое неполный идгам? Это когда при произношении как ротовая полость, так и назализация, носовая полость взаимодействует. Лахабиу. Удержание в размере 2 огласовок. Лахабиу таб. При остановке сукун уходит, прошу прощения, хамза фатха уходит в сукун. И у нас появляется первое правило калкаля. Вот. То есть лахаби ва таб. Таб. Не табба, а таб. Итак, первый аят. Таббат яда аби лахаби ва таб. Идем дальше. Второй аят. Ма. Удлинение 4 огласовки. Правило идентично. Ма-аг. Гайн твердый. С мягкого уходим на твердый, чтобы не звучало звук х. Ахна. Нет. Агна. Агна. Нун мягкий. Естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Агна. Анху. Так как гортанный звук у многих народностей отсутствует на территории России, нужно обращать внимание на айн. После удлинительного агна анху нужно немножко надавить на гортанный звук айн, чтобы полноценно произнести анху. Анху ма
в размере двух огласовок. Малюху. Если вы заметите, в Коране и в мусхафах, которых у вас находится, вот маленький вав. Это медду силы называется, соединительное удлинение в размере двух огласовок. Малюху. То есть ударение делайте, люху тоже ударение делайте. Но очень нужно быть особенно внимательным, чтобы удлинение у не перешло в букву вав. Нужно разъединять. Малюху вама, малюху ва, хува. Нет. Малюху вама, вама в размере двух огласовок. Касаб. Фатха аннулируется, переходит в сукун. Касаб. Касаб. Итак. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Третий аят. سيصلى نارا ذات لهب. Син мягкий звук, я мягкий звук, вот сад твердый. То есть здесь свистящих звуков син и сад. Нужно быть осторожным, чтобы сад не перешло в син и син не произносилось как сад. То есть саясла нет. Саясла нет. Саясла. С мягкой, мягкий, потом на твердый. Саясла. Лам ударение в размере двух огласовок. Получается саясла. На ударение. Ран. Вот здесь у нас ихфа. Сокрытие. Ихфа мягкое. Мягкое сокрытие, так как за мягкий звук и сокрытие подчиняется мягкому звуку. Саясла наран. То есть нужно букву ра, звук ра полноценно произнести твердым образом, а потом перейти на мягкий ихфа. Саясла наран зата. Зата. За ударим две огласовки. Зата лахаб. При остановке танвин касра аннулируется и переходит в сукун. Зата лахаб. Итого получается саясла наран зата лахаб. Четвертый аят. Здесь мы применяем правило, уходим сразу, потому что это хамзатуль васл. И с фатхи вава перепрыгиваем на мим. Вам. Не ваам или ваим, ваум. Нет. Вам. Вам раатуху. Вам раатуху. Вам раатуху. Вот здесь то же самое правило, которое мы с вами прошли здесь. Медду силя. Сугра. Маленькое, естественно, соединительное удлинение. В размере двух огласовок ударение делаем на ха. Вамраатуху хам. Вот здесь, так как после ха встречается другой гортанный звук ха, нужно обращать внимание и их разделить. Вамраатуху хамма. И удерживаем назализацию в размере двух огласовок и ударение в размере двух огласовок. Хаммалаталь. Перепрыгиваем, так как лунный звук. Хаммалаталь ха-то. Здесь то. Хатабе. Нет. Хатабе. Ба аннулируется, переходит. Кесра аннулируется, переходит в сукун. Итого получается у нас وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. В завершении пятый аят обращаем внимание. Фи ударение на кесру и в размере двух огласовок удлиняем. Фи джи то же самое, естественное удлинение. Фи джи диха здесь на фатху. Ха хаблун. Вот проблематика произношения вот здесь и вот здесь одинаковая, так как после гортанного звука ха встречается другой звук ха. И нужно быть очень внимательным, чтобы ха не перешло в ха. Фи джидиха хаблум. Здесь калькаля. Вот еще одна калькаля. Кроме того, что в конце мы встречаем букву ба здесь в середине слова.
Хаблюм. Вот здесь у нас появляется правило идгам камиль, полноценный идгам с полноценным назализацией, с полноценным ассимиляцией. И поэтому хаблюм мим переходим к кесру. И вот следующий, то же самое правило идгам полноценный. То есть два полноценных идгама друг за другом. И должна быть идентичность, монотонность произношения. Хаблюм мим масад. В произношении, назализации и в удержании. Хаблюм мим масад. Аннулируется и переходит, касра аннулируется и переходит сукун. Обратите внимание, здесь у нас есть маленький мим. Что этот мим означает? В основе здесь должно написаться касра. Масадин. Но так как Коран, запомните, пожалуйста, очень важное правило. Священный Коран и все аяты написаны для слитного произношения. Что это правило нам дает? Вот этот мим мы используем только тогда, когда хотим соединить последний аят или суру Масад с сурой Ихляс. И так как там басмаля начинается с буквой Ба, а правило гласит, когда танвин встречается с буквой Ба, переходит в мим. Вот этот мим – подсказка для нас при слитном произношении. При слитном произношении соединении двух сур. А в данном случае все это аннулируется, так как мы останавливаемся, это аннулируется у нас и остается сукун. Итого, фи джидиха хаблум мим масад. Также из самых распространенных ошибок при произношении этой суры, этой прекрасной суры, это неправильная остановка. Запрещается остановка, вот в данный момент здесь таббат яда аби. Категорически запрещается здесь остановка. Получается, да, высохнут руки моего отца, что является очень неправильным произношением и по смыслу, и по тематике. Здесь идет речь аби лахаб, абу лахаб. И поэтому будьте осторожны при произношении и при остановках. Самое лучшее чтение это чтение пророка, алейхиссалям, остановка на аятах, где бы они ни находились. По крайней мере, стараться к этой цели. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.